Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Более 200 новых случаев COVID-19 в Якутии выявляют каждые сутки. Медучреждения региона готовятся к началу вакцинации. Весь мир сегодня отмечает День борьбы со СПИДом. Расскажем об акциях, прошедших в Алдане. Мирный готовится к встрече Нового года. Как преобразится город к праздникам? Внесение изменений в закон о бюджете Якутии сегодня рассмотрело Госсобрание Илтумен. В 22-й внеочередной сессии парламента принял участие глава региона Исаак Николаев. Так, народные депутаты в окончательном чтении приняли законопроект, связанный с внесением изменений в закон о госбюджете республики на этот год. Также принят проект закона о бюджете 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов. Кроме того, депутаты рассмотрят внесение изменений в статью закона об установлении величины прожиточного минимума пенсионера и социальной доплаты к пенсии на 2021 год. 216 новых случаев коронавируса, в том числе 46 носителей инфекции, выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга. Так, в Якутске заболели 114 человек. Среди улусов самая сложная обстановка в Мирнинском и Нерюнгринском районах, где выявили по 10 случаев. В Алданском районе COVID-19 обнаружен у 8 человек, в Чурапчинском районе 7 случаев, в Нюрбинском и Оленёкском по 6, в остальных районах от 1 до 5 заболевших. 3 человека за минувшие сутки скончались от COVID-19. Главное сегодня для всех граждан республики является соблюдение тех правил, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия, как связанные с самоизоляцией, так и с ограничениями, которые вызваны режимом повышенной готовности. На настоящий момент перед органами медицинскими, перед медицинскими учреждениями поставлена задача подготовка к вакцинации от коронавируса, которая будет проведена, планируется ее проведение в декабре месяце. И, соответственно, по этой вакцинации, как мы уже и говорили, первоначальная эта вакцинация будет добровольной. Первоначальная будет проведена она среди групп риска. Это медицинских работников, органов социальной защиты, работников органов социальной защиты и граждан из групп риска в зависимости от логистики поставки, в том числе и от объемов поставки вакцин на территорию республики. Якутяне получили возможность установки высокотехнологичных протезов рук. Компания «Моторика», резидент инновационного центра Сколково и региональное отделение Фонда соцстрахования положили начало обеспечению пациентов, лишившихся верхних конечностей, современными протезами. Начинить протезы можно любыми функциями и возможностями, начиная от электронного кошелька и до возможности полноценно заниматься спортом. Сейчас в компании прорабатывают систему реабилитации для пациентов, получивших такой протез. Сюжет Ульяны Шагиной. 8-летняя жительница Алдана Алиса Кармухина получила новый протез буквально минувшим днем и уже научилась прыгать на скакалке. У нее врожденная патология – аплазия кисти верхней трети предплечья. Раньше пользовалась только косметическим протезом, чтобы отсутствие руки не бросалось в глаза. Теперь же у Алисы появилась возможность полноценно пользоваться правой рукой. Буквально вчера получили новый протез от компании «Моторика», за что мы очень благодарны, так как этот протез очень функциональный. Ребенок может сам себя обслуживать, где-то попить, где-то что-то. Даже тот же портфель может перехватить в школе нести. Новое, что в этой моторике, сейчас бесплатно дарят одну насадку. То есть мы выбрали скакалку, ее мечта сбылась. Она ловко теперь прыгает на скакалке. Пользоваться ложкой или вилкой, выполнять любые действия в быту и даже заниматься спортом. Высокотехнологичные протезы за 5 лет работы компании собирают лишь положительные отзывы от пациентов по всему миру. Начиненные умной электроникой протезы выполнены с применением промышленной 3D-печати, пластиком и металлом, с двигателями с аэрокосмической индустрии. И где-то даже превосходят возможности человеческой руки. Сам по себе протез на сегодняшний день, тот, который мы производим, мы не просто делаем протезы
ради протезов, да, мы хотим человека приспособить к сегодняшнему миру. То есть это такой некий девайс, и туда включены такие функции, как PayPass, чтобы человек при помощи этого протеза мог рассчитаться, допустим, за покупки. Вот. Плюс, когда идет настройка силы, схвата жестов, все это дает человеку качество жизни для того, чтобы он мог взять какие-то предметы, да, специальные, вот, которые ему понадобятся в тот или иной момент. Кроме того, взаимодействовать его с экраном телефона, использовать как смарт-часы или функцию тачскрин. Одной из фишек является возможность подобрать уникальный дизайн для детей. Это обычно герои из мультфильмов. Но главное, человек приобретает возможность жить полноценной жизнью. На каждом этапе протезирования с пациентами работают профессиональные протезисты и реабилитологи. При получении такого протеза, да, человеку сразу же предоставляется реабилитация, то есть здесь он начинает постепенно социализироваться, адаптироваться, да, при работе с таким протезом. И мы, собственно, сейчас совместно с Фондом социального страхования по Республике Саха-Якутия прорабатываем вопрос установки телереабилитационной системы «Атилан» в вашей республике, которая позволит пациенту, получившему травму, уже психологически понять, как он будет в дальнейшем использовать этот протез. Благодаря поддержке фонда соцстрахования они абсолютно бесплатные. В Якутии возможность пользоваться современным высокотехнологичным протезом уже получили более 20 человек. И их количество будет только расти, уверены в компании. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Объем ипотечного кредитования в Якутии вырос на 35% в текущем году. Об этом сообщает Национальный банк по региону. Так, жители республики получили почти 9,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 30 миллиардов рублей. Вслед за ключевой ставкой Банка России снизились и процентные ставки по кредитам в коммерческих банках, что сделало ипотеку более доступной. За год средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась до 6,6%. Кроме того, тысячи якутян оформили кредиты в рамках дальневосточной ипотеки по льготной процентной ставке, отметил управляющий Нацбанком по Якутии Антон Коноплев. При этом средний размер ипотечного кредита жителей республики 3 миллиона рублей, а средний срок 18 лет. Истекает время на выбор вида трудовой книжки. До 1 января каждый работник должен определиться, как дальше ему будут вести трудовой стаж, записывать все места работы в бумажную трудовую или в ее электронную версию. Электронные трудовые книжки дают работникам ряд преимуществ. Во-первых, это минимизация ошибок и неточностей в записях. Во-вторых, удобство получения сведений, в том числе в случаях, когда организация ликвидирована. В-третьих, электронную трудовую нельзя потерять или испортить. Кроме того, через личный кабинет на сайте ПФР каждый сможет следить, как его работодатель выплачивает страховые взносы, из которых формируется будущая пенсия. Некоторые организации Мирного уже украсили свои здания к Новому году. А как преобразится город к новогодним праздникам и какие мероприятия проводят для горожан, расскажем в материале далее. Пока центральная площадь Мирного не готова к встрече Нового года. Но эта неделя изменит многое. В центре города не только вырастет ель, но и ледовые и снежные скульптуры. Покататься на площади, несмотря на пандемию, тоже получится. Горку с неоновой подсветкой в этом году установит компания «Алроса» в Мирном. Другие поселения, Айхал и Удачный, впрочем, тоже не обойдут стороной. Прошлогоднюю горку на свалку не отправят, установят в городском парке. Украсят центральную площадь Мирного также фигура символа наступающего года «Бык» и персонажи мультфильма «Ледниковый период». Они появятся на площади в середине декабря. В период пандемии COVID-19 отменены традиционные народные гуляния. Вместо этого Управление культуры города проводит онлайн-мероприятия в своем инстаграм-аккаунте. Это конкурс на лучшую дворовую ель из снеговика, слепленного своими руками. Все желающие также могут принять участие в флешмобе. Условия самые простые. С 1 по 10 декабря вы можете установить дома елку, украсить, подключить гирлянду и заснять на видео, выкладывать на свои страницы Инстаграм. Ставите хэштег «Зажигай мирный», «Мирный зажигай огни на елке», отмечаете организаторов «Мирный». Ну и самые лучшие видеосюжеты будут поощряться призами Управления спорта, культуры, молодежной политики. Ну а главное, новогодняя ель засияет огнями 5 декабря. Ее включат в онлайн-формате с участием артистов Мирнинского театра. В 18 часов на YouTube-канале городской администрации пройдет трансляция. Анна Винокурова, Роман Ларин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край».
К этому часу это все новости. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Увидимся на канале Якутия 24.